На молодежном форуме «Машук» сегодня день Северокавказского федерального округа. Раньше дни каждого из регионов СКФО проводили отдельно. В этом году решили объединить. В гости к участникам форума приехали руководители северокавказских республик, в том числе и глава Северной Осетии Вячеслав Битаров. На «Машуке» работает и наша съемочная группа. Сабина Гатагова выходит на прямую связь со студией. Сабина, что у вас там происходит? Как встретили гостей? Добрый вечер, Светлана. Прямо сейчас, в эти минуты, на форуме «Машук» проходит встреча осетинской молодежи с главой республики Вячеславом Битаровым. Проходит в формате диалога на равных. Участники задают все интересующие их вопросы, в том числе и о поддержке проектов. «Машук» сегодня посетили главы всех республик, поскольку на форуме праздник. Это день Северокавказского федерального округа. Каждая делегация развернула свое подворье. Кроме того, с самого утра участники встречались с вип-гостями. Один из них – это полпред Северного Кавказа Александр Мотовников. Говорили об участии в социально-экономическом развитии молодежи СКФО. Кроме того, для гостей подготовили и программу. Началась она с ярмарки проектов. Там представили лучшие проекты участников прошлых лет. Среди них есть и осетинский проект участницы Кристины Габараевой. Это танцующие роботы в национальных костюмах. Также пройдет и концерт. Это будут национальные танцы, песни, игра на инструментах. Делегация Северной Осетии состоит из 89 человек. Практически вся выделенная квота была заполнена, и представят они более 50 проектов. В этом году особо популярны социальные проекты. Это, например, Академия политических технологий. В нашей республике очень активная молодежь. И зачастую их интересы и их, так сказать, действия направлены в политической сфере. И дабы избежать неполиткорректных высказываний, политических действий или политической неграмотности, мы создаем такую площадку, где они смогут обучиться и развиваться в дальнейшем в этом направлении. Кроме того, многие подготовили и национальные проекты. Это по сохранению родного языка. Они ездили на «Машук» уже и в прошлом году и добивались успеха. Я на «Машуке» третий раз. В прошлом году я выигрывала грант, называется «Бажон-Бажон», реализовала проект. Благодаря этому проекту я создала первую настольную осетинскую игру, которую в последующем отдала в 10 школ и 2 садика. В этом году у меня есть тоже проект, но называется он «Форум молодых лингвистов». Этот проект направлен также на популяризацию языков малых народов. Отметим, что в этом году «Машук» расширили. Вместо традиционных 2 смен пройдет 3. Это пройдет 3 смены. Это позволит участникам выиграть как можно больше проектов и реализовать свои идеи.